И Комитета по экологии и природным ресурсам борются с несанкционированными мусоросвалками. Представители надзорного органа выезжают в населенные пункты и следят за их санитарным состоянием. Очисткой территорий занимаются местные администрации. В частности, в сельском поселении Икажево уже приводят в порядок улицы и места для вывоза мусора. За ходом работ наблюдала наша съемочная группа. К нам поступил сигнал от жителей, что вот территория и подъездные пути к этой мусоросвалке завалены мусором от ТБО. Мы выезжали сюда, тут на самом деле картина была плачевная, она и сегодня не из лучших. Очистить от мусора самое большое по территории сельское поселение Икажево работа не из легких. Это понимают и сотрудники Комитета по экологии и природным ресурсам Ингушетии. Именно это ведомство будет контролировать ход работ, в частности, следить за состоянием санкционированных свалок. Эта свалка должна по закону иметь ограждение, мусор должен быть сгуртован. Территория прилегающая должна быть прибрана на сегодняшний день, пока тут мы не видим ограждения. Вот столбы вроде стоят, но столбы это не забор. Правил, по которым свалку можно признать законной, немало. В первую очередь нужно сделать все, чтобы собираемый мусор не разнесло ветром по прилегающей территории, а после провести освещение. В Икажево, к примеру, работу уже начали. Правда, картина, которую мы здесь увидели, и сейчас не из лучших. Здесь пока у них еще, видимо, руки не дошли, но вот они говорят, что сейчас с приходом там нового исполняющего обязанности, они в ближайшие сроки это уберут. Далее сотрудники Комитета по экологии решили проверить санитарное состояние улиц в Газиюрте. Там наша съемочная группа наткнулась на дружный коллектив администрации и местной амбулатории, которые решили провести внеплановый субботник. К тому же это село по итогам Всероссийского субботника в 2014 году признано самым чистым населенным пунктом Ингушетии. Обочины дорог стараемся поддерживать по центру села. Население по субботам организован вывоз твердых бытовых отходов на свалку в Карабулаке. Трактор регулярно подъезжает, люди знают уже, привыкли к этому. К 1 сентября санкционированная свалка в Икажево площадью 4 гектара должна приобрести надлежащий вид. А к концу года специальные полигоны для сбора мусора соорудят в Малгобеке, Сунжанском районе и Карабулаке. В последнем построят еще и мусороперерабатывающий завод. Мадина Пугуева, Магомед Дидигов, Новости 24. Призывы к сохранению природы посредством поэзии. Обратить внимание граждан на проблему загрязнения окружающей среды. Таким образом решили организаторы республики.